армысыздар, құрметті әріптестер, футзал сүйер қауым. Бүгінгі Қазақстан чемпионатының 35-36 турының кезекті матчы жергілікті Семей және Алматылық Қайрат футзал клубының кездесуі өтеді, өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі баспасөз мәслихатында команданың бас бапкері Дави Мендоса және команданың капитаны Чингис Исенаманов. Сауалдарыңыз дайын болса қоя берсеңіздер болады. Алғашқы сұрағымызды бас бапкер Дави Мендосаға қойсақ, ойын алды жаттығу қалай болып жатыр? Primeiro dizer que estou muito feliz de viver esse momento aqui em Semei. Первое, я рад, что в данный момент я очень рад, что нахожусь здесь. Eu consigo ver toda a mobilização da cidade em relação a esse jogo, em relação a esse momento da nossa equipe. E isso me deixa muito feliz de poder estar participando disso. Меня радует то, что весь город стоит на ушах и движется и готовится к этой игре. Ter uma equipe no seu primeiro ano, né, chegar no momento desse da temporada, na vice-liderança da competição. Первый год команды нашей, становление нашей команды, и в сезоне мы как вице-лидерами идем. E a preparação foi como é para todos os jogos, né? A gente treinou muito, a gente se preparou para esse momento e a gente espera fazer um grande jogo amanhã. Подготовка идет так же, как и шла к остальным играм, которые мы провели, и надеемся, что мы завтра проведем хорошую игру. Сұрақтарыңыз болса, кезек-кезектен аты-жөндеріңізді таныстырып қоя берсеңіздер. Информационное агентство 018.kz, Замира Мурзалимова. Как оцениваете соперника, с которым будете завтра играть? И в целом свои возможности тоже как оцениваете? Como você avalia nosso adversário e Nosso adversário é um grande adversário, é o líder da competição. Наш соперник очень хороший, лидер чемпионата. Ainda não perdeu nesse campeonato. Еще ни одного проигрыша нет в É um чемпионате. campeão europeu. Победитель Лиги чемпионов. Tem o nosso respeito, né? Falo isso sempre para os meus atletas. Я всегда игрокам говорю, то, что нужно уважать соперника. E a maior forma de respeito ao adversário é entregar o seu melhor dentro do jogo. И самое лучшее уважение к сопернику проявляется только на паркете, когда ты показываешь себя с лучшей стороны. Nossos jogadores vão correr muito amanhã, vão lutar muito amanhã e vão se entregar muito no jogo de amanhã. Завтра наши игроки будут биться, бороться, бегать, выкладываться. A gente não foca muito no adversário, a gente foca mais no nosso trabalho. Мы не фокусируемся на сопернике, мы больше фокусируемся на нашей работе. E a gente quer sair amanhã com a vitória, é o nosso objetivo, a gente se preparou para isso. И завтра хотим закончить эту игру с победой, это наша принципиальная задача. А что-то нового будете во время игры использовать или будете играть по старым tacticam? Você vai usar alguns ajustes novos na hora do jogo ou a gente vai manter a estratégia? Existe uma diferença entre modelo de jogo e estratégia de jogo. Существует разница между моделью игры и установкой тактикой игры. O modelo de jogo é como a equipe joga, isso é uma coisa que a gente não muda independente do adversário. Модель игры, которую мы используем, мы ее не меняем, независимо от соперника. Então a gente tem uma forma de atacar, uma forma de defender, isso a gente não muda independente do adversário. Как атаковать, как обороняться, мы это не меняем, вне зависимости от соперника. Mas existem algumas estratégias usadas para o jogo de amanhã. Но есть, конечно, установка и тактика на завтрашнюю игру. E essas estratégias elas foram treinadas durante a semana. В течение недели мы эту тактику тренировали. E a gente espera que amanhã dê tudo certo e a gente possa fazer um grande jogo primeiro e depois, quem sabe, sair com a vitória. И надеюсь, что эта тактика и установка завтра сыграет свою роль. И надеемся, что мы завтра выйдем с этого паркета с победой. Есімім Рауан, сіз журналистпін, спортшымын. Шыңғысқа бір сұрақ қойылып тұр. Шыңғыс, сенің осы Қайрат сапында 10 жылға жуық өнер көрсеттің ғой, негізі Игитамен әсіресе. Игита ол әлемдегі ең үздік қақпашылардың бірі болды ғой. Бірақ дегенмен де кез келген мықтының сәл болсын кемшін тұстары бар ғой Игитаның, бір слабый жері дейді. Мүмкін ертең ойында сол жеріңнен білуің керексің деп ойлаймын. Және сол жағынан пайдаланып біраз голдар салуға тырысасыздар ма деген сияқты командаластармен бірге. Ну, Все мүмкін болмайды да. Никита хороший вратарь, да, все знают, лучше 5 раз становился
лучшим вратарем мира, да, мы тоже вот, акцент нет такого у нас на Египте там или еще какой-то игрок. У нас есть командные действия, и мы знаем там, что хорошие легионеры в карате, да, там не только Египет есть, там еще много хороших легионеров, которых играют, и местные игроки тоже хорошие есть. Ну, мы будем на своей игре акцентироваться, и думаю, все получится. Слабые стороны у всех есть, но слабые, сильные разбираем, уже разбираем. Компания Альберт, Думан Помангель. Шыңғыс, вам вопрос. Здравствуйте. Хотел узнать, вам, если не ошибаюсь, сейчас 35 лет, и насколько комфортно в этом возрасте играть, и до какого возраста вы собираетесь быть в клубе и в сборной? Здравствуйте. Да, спасибо, что подчеркнули, что мне 35 лет. Ну, зал, наверное, чуть подольше играет, чем большой футбол, да, я думаю. Так, если взять там статистику, да. Ну, пока себя комфортно чувствую, если даю пользу команде, там, не отбывая номер, и как бы планирую, что пока по мере возможности, по мере здоровья, потому что у меня тоже много там травм, не то, что там из-за возраста, а просто травм, наверное, много было в карьере, и от этого буду вот исходить. Ну, в семье максимально хочу дольше остаться, не знаю, в каком плане, там, может, игроком, может, дальше какая-то будет, да, у меня здесь такая симбиоз, да, какой-то произойдет, и, ну, и происходит. И сколько, ну, буду полезного для команды делать, как бы, игрой доказываю, и в этом плане, наверное, такое КПД плюсовое, так что, надеюсь, ну, конечно, уже возраст все равно, 35 лет, может, где-то опыт, надеюсь. А так-то команда молодая, может, где-то подскажу, где-то ребята. Әли Нұржанұлы, репортер YouTube арнасынан. Шыңғыс Есенамовқа сұрақ. Соңғы рет Қазақстан суперкубогының финалында кездескен болатынсыздар Алматылық Қайратпен. Сол ойында жеңіліске ұшырадыңыздар. Енді сіздерге сұрағым, келесі финалда жеңілісті реванш алуға тырысасыздар ма? Ну, здесь никак, наверное, реванш, наверное, такой. Я думаю, здесь это же игры чемпионата, это разные турниры, потому что, как объяснить это, сказать, здесь такая более длинная дистанция, как бы мы реванш, не такого как бы реванш хотим взять, просто доказать, что надо Кайрат уже выиграть кому-то, и акцент делать, нам нужно набирать очки, принципиально, отрыв сейчас большой от первого места, но нам хотя бы нужно закрепить за собой второе место, чтобы в плей-оффе выйти сразу, там, одну стадию пропустить, да. Если мы сейчас важные очки наберем с Кайратом, и последующий Аяд будет у нас хороший игры, ну, это для нас будет, ну, для команды очень большой плюс, и как бы в плане таблицы мы останемся на втором месте, как бы закрепим, потому что сейчас борьба там сильно идет, второе, третье, четвертое, пятое место. Да, вот очень сильно, потому что Кайрат оторвался, он не проигрывал никому, там, одна ничья всего, да, там, ну, 3 очка забрали. А так обидно, конечно, что проиграли финал, конечно, хотелось бы выиграть. Бастап келген қойсам деп, қазіргі таңда команданың көңіл күйі қалай, қандай проблемалар бар, жеңіс бөгет емес шығар деп ойлаймын сіздерге. Мысалы, кеше ғана ұлттық құрамада Нұралы әлі үлкен травма болып защита болды ғой, проблема болды. Сол сияқты бізде проблема жоқ қой, бәрі дайын ба деген, сақадай сай ма ойыншылар деген сияқты. Көңіл күйден бастап. Nosso time está 100%, né? A gente teve um tempo sem jogo, então a gente conseguiu tratar os atletas que vinham com algum problema. Біз үш аптадай ойынсыз болдық, сол уақыт бізге жарақат алған ойыншыларға уақыт болды восстановление. Então a gente teve tempo para trabalhar, teve tempo para se preparar. Дайындыққа көп уақыт болды. Todos os nossos atletas estão 100%. Бүкіл ойыншымыз 100%-ға дайын. E a gente espera que amanhã eles estejam aí preparados para fazer o que eles se prepararam, para fazer o que eles vêm fazendo ao longo da temporada, que é o nosso objetivo principal. Ертеңгі ойында осы чемпионаттың арасында дайындаған
тренировкаларымыз бәрін көрсетеміз деп үміттенеміз. Вопрос Чингизу от портала «Футбол Казахстан». Через меня передали вопрос, не смогли приехать. Прослеживается одна закономерность. У Кайрата последний конкурент в чемпионате был Тулпар, который начал распадаться в 2015 году. У Кайрата же после 2015-го они перестали достигать больших побед в Европе. Вот. И нужно ли сейчас Кайрату сильный соперник в чемпионате, как Семей? Вот. И сможет ли Семей стать им на будущие 5 лет? Да, мне вопрос вот понятен. Конечно, если у Кайрата будет сильный соперник в чемпионате, да, ну не только один, наверное, там пару соперников, да, 2-3 команды, там, которые прям борются, и, следовательно, у Кайрата будет уровень выше, и требования к игрокам выше, ну, что надо там, хороших легионеров привозить, хороших местных ребят звать, да, там, сборников, там, какой-то, ну, делать такую команду больше по составу. Сейчас вот они, вот, ну, у них много травм, и получается меньше людей, да, получается, ну, это то, что они думали, что, наверное, хватит этих игроков, да, но сейчас у них травмы, там, да, ведущие игроки. И когда в то время, ну, вот, я играл в Тулпаре, постоянно мы бились с ними, выигрывали, часто выигрывали там и кубок выиграли, и суперкубок, ну, выиграли у Кайрата, да, ну, прямые матчи. И Кайрат был очень сильный тогда. На тот момент там были топовые бразильцы, которые играли в сборной Бразилии, да, топовые казахи местные, которые тоже вот, там Димаш Сулейменов, да, Сереж Жамукулов играли, там Николай Пенгрин были, да, в то время. И состав был очень сильный, но мы, тем не менее, выигрывали своей командой их. Из этого я тоже думаю, что вклад в победу какую-то такую, немного вклад в победу в то, что в Лиге Чемпионов Кайрат выиграл, да, 2 сезона, Тулпар тоже принес, потому что мы создавали такую конкуренцию для них на внутреннем чемпионате. Из-за этого, как бы, им когда ехали, наверное, где-то было, ну, такое, они привыкли уже к таким сильным играм. А потом у них, да, конечно, такое было время, когда, ну, не было такого сильного соперника, там, не было таких сильных игр в чемпионате Казахстана. И, следовательно, и также, ну, потом в Лиге Чемпионов получался такой результат, что ехали, большой перепад такой получался между, ну, уровень, да, игр, и, ну, не было там результата на Лиге Чемпионов. Ну, считаю, что если для Кайрата будет там 3-4 команды будут сильные в Казахстане, то это плюс для всех будет. И для болельщиков, и для Кайрата, и для тех команд, которые, ну, будут, да, конкурировать. Вопрос тренеру. Кого бы из состава Кайрата он бы отметил, не считая Египту, именно из полевых? Кто больше всего опасности может принести нашей команде? Alinho, o time do Kairat é muito bom, né? A base da seleção do Cazaquistão chegou aí na Copa do Mundo até a semifinal, né? Foi quarto colocado. Команда у Кайрата очень хорошая, это как база сборной Казахстана считается, все игроки. Tem um grande treinador, Очень хороший тренер у них, grandes jogadores. замечательные игроки. Mas assim, é o que eu sempre falo para os meus atletas, a gente se prepara para o jogo, né? Não para o adversário. И как я всегда своим игрокам говорю, мы не готовимся к сопернику, мы готовимся к игре. Então eles já se conhecem, né? Já jogaram contra algumas vezes esse ano. Они уже знакомы, они уже играли против этой команды. E de verdade, o foco da gente é no nosso desempenho. И по правде мы фокусируемся только на O lado нашей, de lá tem grandes jogadores, jogadores respeitados aí no cenário mundial do futsal. мы фокусируемся только на нашей результативности. С другой стороны, у нас очень замечательная команда, наш соперник, с очень хорошими, качественными игроками. Mas do lado de cá tem um time que trabalha muito, que treina muito, jogadores que sonham aí em conquistar coisas pelo CMI. Но если смотреть с нашей стороны, на нашу сторону, то с нашей стороны очень трудолюбивые игроки, которые каждый день борются, выкладываются, тренируются, у которых есть мечта достичь высоких целей. Então é o que eu sempre falo para eles. Amanhã eles vão ter uma grande oportunidade de poder competir contra uma grande equipe. И всегда я им говорю, завтра у вас, ребята, есть возможность биться с лучшими игроками, против лучших игроков, против лучших команд. Independente do adversário, o que a gente precisa fazer sempre é entregar o nosso melhor e se for da vontade de Deus e do nosso merecimento, a gente ganha o jogo amanhã. Независимо от соперника, мы должны выкладываться всегда, показывать себя с лучшей стороны, и по воле Всевышнего, если мы заслужили эту победу, завтра мы выйдем с этой игры с победой. Можно вопрос тренеру?
Какой на завтра стартовый состав? И хотят ли ФК Семей начать с усиления или же наоборот, постепенно? Nosso iniciante para amanhã e nós queremos começar o jogo com elenco fraco ou imediatamente começar tipo iniciantes tipo terceiro quarteto tipo, depende como a gente vai começar esse jogo com elenco muito forte, com quarteto muito forte ou com quarteto médio. Todos os jogadores para jogar no CMEI tem que ter um nível alto, né? Um nível técnico alto. Então não existe quarteto principal, segundo quarteto, terceiro quarteto. Para mim todos os jogadores têm a mesma importância. Чтобы в семье находиться и играть, у нас все игроки должны показывать высокий уровень. У нас нет такого понятия первая четверка, там, вторая четверка, третья четверка. Все игроки должны на 100% быть готовы. Os jogadores que vão começar amanhã eu vou guardar em segredo, porque não quero facilitar a vida do meu amigo Marlon. Игроки, которые завтра начнут с первых минут, это будет секретом, потому что я не хочу сейчас облегчать жизнь Mas pode ter certeza que нашему сопернику, тренеру нашего соперника, Марлону Mas se Виласко. vocês acompanham aí os nossos jogos, se vocês acompanham, tenho certeza que vocês acompanham todos os nossos jogos e vocês veem que quase todos os jogadores participam dos jogos, pelo menos por algum período de tempo, porque é como eu acredito que o futsal tem que ser jogado. Если вы следили, я уверен, вы следили за нашими играми, то что у нас практически все игроки участвуют в игре, весь состав. Então amanhã eu espero poder usar aí todos os jogadores que estiverem disponíveis, que eles estejam prontos, que a gente possa fazer um grande jogo. И завтра по возможности будем всех игроков использовать, всех игроков, которые готовы